Начинаем следующий модуль основ религиозных культур, который посвящен христианству. Вообще, как вы, наверное, знаете, изначально планировалось, что данный предмет должен вестись 2 года, 4-5 классы. Предполагалось, что имеется 6 модулей, которые преподаются ученикам, так, чтобы ученики могли познакомиться с основами всех религиозных культур, которые есть на территории Российской Федерации, тем самым, чтобы они могли иметь, узнать собственные корни той субкультуры, которой они принадлежат, плюс знать и уважать чужие культуры, религиозные культуры. Но де-факто у нас этот предмет идет всего лишь 1 год, да? В 4 классе. Что есть печально, но это, так сказать, не высечено в камне. Есть разговор о том, что это будет продолжаться, будет расширяться, что, возможно, захватит 5-6 классы. Так что у вас, ознакомившись с этим курсом, есть перспектива на большее количество часов. Что, я понимаю, в наших реалиях является очень актуальным. Тем не менее, де-факто у нас есть 1 год, и, скажем, каждый модуль максимум можно сделать на полгода, да? Хотя, может, кто-то и целый год посвящает обсуждению проблем того или иного модуля. Мы с вами поговорим о христианстве, конечно, о православном христианстве, а также затронем вопросы протестантизма и католицизма, поскольку и католики, и протестанты также присутствуют на территории Российской Федерации. Итак, наш модуль ОРГСЭ, посвященный христианству, будет включать следующих несколько блоков. Первое, мы с вами познакомимся со священной историей Нового Завета, потому что есть как минимум 2 причины, почему вам это необходимо знать. И я прошу вашего участия. Почему вам это необходимо знать? Для саморазвития. Саморазвитие это великолепно, потому что Библия является прецедентным текстом как европейской, так и российской культуры. И поэтому, даже если вы не вели бы этот предмет, то хорошо всем ученикам быть знакомы с этим текстом. Еще почему? Прости, а конкретнее? Мы живем и в Республике Бурятия, то есть мы изучаем чтобы быть знакомым сейчас с христианством. Я соглашусь с вами, но тут еще есть один момент, что если бы я просил вас углубить это, то, что я хотел от вас услышать, то, что Библия является основообразующей для христианской этики. И поэтому знать ее необходимо. Кроме того, какой-нибудь чересчур начитанный 4-классник, бывают и такие, начнет он задавать каверзный вопрос по поводу того или иного эпизода, либо в Евангелии, либо где-то что-то может посмотреть в каких-нибудь библейских мультиках или фильмах, посвященных библейской тематике, так сказать, чтобы вы могли дать ответ. К сожалению, простите меня, не помню, вышел фильм какое-то время назад, достаточно современный фильм, где ученик, вот забыл, как называется, где ученик, тоже обчитавшись Библии, вдруг ушел в какой-то непонятный, как сказать, не имея правильной, не будучи знаком с правильной традицией толкования, начал свои собственные какие-то идеи выдвигать так, что, так сказать, нужен человек со знанием Писания, который мог встать ему на правильный путь. В частности, у меня был такой случай интересный, когда один студент прочитал Писание. Говорит, всякий человек ложь, поэтому зачем учить и изучать? Так, и стоял на этом, и на пары не ходил, и если ходил, то слушал невнимательно. Потом мы с ним вместе открыли Священное Писание. Читаем. Это был один из псалмов царя Давида. Говорит, сказал я в опрометчивости своей, всякий человек ложь. Я спросил, что такое опрометчивость? Говорит, не знаю. Вот отсюда. То есть человек раскаивается в том, что он назвал, что всякий человек ложь. Вот такая помощь как раз необходима со стороны преподавателей основ религиозных культур, чтобы вы могли знать, по крайней мере, основные истории Нового Завета, чтобы помочь, если кто-то заблудится, или, наоборот, быть способным ответить на все вопросы. Вопрос такой, кто из вас читал Евангелие? Поднимите руки. Вот оно, наше советское наследие, да? Когда Писание считалось запрещенным, когда за его хранение могли в
какие-то периоды истории дать 25 лет ГУЛАГа. К сожалению, хотя это ключевой, прецедентный текст и российской, и европейской культуры. Вот давайте с ним познакомимся. Надеюсь, вам будет интересно. Итак, Евангелие – это благая весть. Это история жизни Иисуса Христа и его апостолов. Что у нас здесь, то есть здесь мы приготовили для вас слайды. Плюс я буду цитировать некоторые места из Священного Писания. Наверное, мне немножко придется пройтись, мне вот эта доска нужна. Сразу хочу, чтобы вы отметили следующие вещи. Итак, обозначение, чтобы вам долго не писать, вот так кратко обозначается Евангелие от Матфея, вот так Евангелие от Марка, Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна. Чтобы вам главы записываются первой цифрой, двоеточие, стих. Вообще Библия поделена на главы и стихи, чтобы было легче искать. Такое деление появилось в Средневековье с тем, чтобы люди перестали говорить, вот так написано в Библии. Где конкретно в Библии, в какой главе, в каком стихе. Таким образом, я буду называть какие-то местописания, чтобы вы могли позже сами взглянуть. И сразу предупреждаю, что в субботу у нас будет еще с вами занятие, и у вас будет домашнее задание. Кому-то субботу. Я знаю, это последнее задание будет. Сколько можно? Домашнее задание? Но вы же любите задавать домашнее задание ученикам. А мы на субботу не сдаем. Могу задать на пятницу, у нас и в пятницу задание. Могу задать на четверг, тут вам просто меньше времени остается. Но без домашнего задания. Хорошо бы, но мне бы хотелось иметь какую-то обратную связь. И тем более, у каждого человека это вселенная. У вас есть свой неоценимый опыт. Мне просто было бы интересно услышать то, как вы выполните задание. Задание простое. Я вам дам на выбор, то есть дам 18 притч, выберите из них 2, которые вам понравятся, и притчи, которые говорил Иисус Христос. И скажем, почему вам эта притча понравилась, и какой нравственный урок можно из нее извлечь. Задание простое. Так что не пугайтесь, но прошу слушать внимательно, потому что вам это все может пригодиться. Итак, первое событие – это благовестие Захарии. Захария – это был первосвященник, будущий отец Иоанна Крестителя. Кстати, все истории, которые мы здесь будем касаться, они имеют свой нравственный урок. Они все драгоценны для учеников, потому что всегда, если какой-то пример, с которому можно следовать, чему можно от них научиться. Итак, Захария был первосвященником, который служил в Иерусалимском храме. У него была жена Елисавета. Они уже были в пожилых летах, у них не было детей. И вот является ангел Захарии и говорит: у тебя будет сын. Читаем. Ангел предсказывает: не бойся, Захария, потому что когда сияющий мужчина является перед тобой, всякий человек будет немножко обескуражен. Так и случилось с Захарией. Он говорит: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, наречешь ему имя Иоанн. Речь идет о Иоанне Крестителе. И тебе будет радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик перед Господом. Что он будет делать, мы потом с вами прочитаем. Захария отвечает: почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий перед Богом, и послан говорить с тобой, благовестить тебе это. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется. Вот первый пример. Захария и его жена молились, чтобы у них был ребенок. Когда является ответ от Бога, ангел говорит ему, говорит: как это случится? Он говорит: и он получил маленькое наказание. Второй пример. Так, как включается? Прошу прощения. Мышкой кликните. Вот все, я люблю клавиатурой. Благовещение Пресвятой Деве Марии. Тот же ангел приходит к Деве Марии
Это была девушка благочестивая, верующая, ну, тем не менее, наверное, как многие другие девушки того времени. К ней является ангел и говорит: не бойся, Мария. Опять тоже является сияющий мужчина с крыльями, да, может быть, с крыльев, но тем не менее, она обескуражена, немножко напугана. Говорит: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь его имя Иисус. Он будет сыном Всевышнего, и даст вам Господь Бог престол Давида, отца его. Мария сказала ангелу: как это будет, если я мужа не знаю? Ангел сказал: Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, потому рождаемый Святой наречется Сыном Божиим. Мария отвечает: я раба Господня, да будет мне по слову твоему. Вот. Два похожих события, два разных ответа. Захария как ответил? Как ответил Захария? Как это будет тоже? Нет, он сказал: почему я узнаю это? Да. Иными словами, типа, ангел, ты не обманываешь, да? Докажи, ангел. Как отвечает Мария? Я уже не знаю. А говорит, а как это случится? Я же не замужем. Он говорит: тебе не нужно быть замужем, Дух Святой коснется тебя, и у тебя чудесным образом будет плод в чреве. Два ответа, то есть, скажем, если у вас есть в классах дети верующие, да, и которые воцерковлены, то для них это будут значимые примеры. Два разных ответа. Как можно отвечать, когда есть, скажем, какая-то явная заповедь, явное повеление? Можно либо сомневаться, либо можно принимать с верой, как это сделала Мария. Следующее событие. Итак, воскресенье еще рановато. Рождество — это понятно, традиция. Слово вертеп вам ни о чем не говорит? Вертеп. Это не совсем то. А вообще, есть традиция, как она есть во всех христианских конфессиях, что на Рождество устраивают такую декорацию, вот это самого такой пещеры, да, где Мария и Иосиф остановились, потому что, видимо, они там сараев не строили, а просто была пещера природная, где куда загонялся скот, там были кормушки, вот они там остановились, и куда пришли пастухи для поклонения. Итак, пастухи, поспешив, нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Дальше идем. Кроме того, пастухи были не единственные, кто пришел поклониться Христу, Богу человеку, который родился в мир. Кто еще пришел? Не помните, да? Не знаете, не слышали. Волхвы. Волхвы — это кто? Странники. Это мудрецы. Мудрецы. Это мудрецы. И опять же, пришли волхвы с востока. Кстати, забыл вам называть места Писания. Первое цитировал Лука, Евангелие от Луки, 1 глава, с 5 стиха. Второе цитировал Лука, 1 глава, с 26 стиха по 38. Третье — поклонение пастухов, пастырей. Ой, что случилось? Так, это Евангелие от Луки, 2 глава, с 1 по 20 стихи. Так, здесь я цитирую Евангелие от Матфея, 2 главу, с 1 по 12 стихи. Итак, волхвы пришли, мудрецы, и говорят: мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, царь Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним. Собрали первосвященников, книжников, то есть интеллигенцию того времени, спросили, где должен родиться Христу. А они сказали: в Вифлееме. Вифлеем — это был город не столичный. И вот, волхвы приходят туда. Выслушав царя, они пошли, звезда их вела. Увидев звезду, они возрадовались радостью весьма великой, и, войдя в дом, увидели младенца с матерью его Марией. И пав поклонились ему, принесли дары. Волхвов по традиции трое. Но вообще есть предание, говорят, что был четвертый волк. Есть даже интересный фильм «Четвертый волк» или «Четвертый мудрец». Очень содержит много нравственных уроков. То есть вы можете сами посмотреть, потом может кому-то из учеников порекомендовать, потому что четвертый мудрец, который тоже нес дары, не донес их, а истратил все дары на добрые дела
тем самым выполнив одну из притч, которую вы будете читать. Итак, Христос родился, потом рос, и вот следующее событие – это явление и деятельность Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель родился на полгода раньше Иисуса Христа и начал служить народу. Это будет Евангелие от Матфея 3 глава, либо Евангелие от Луки 3 глава. Итак, было Слово Божие к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И вот он прошел по всей стране Иорданской, проповедуя крещение и покаяние для прощения грехов. Как написано в книге пророка Исаии, вот она, цитата, которую вы могли слышать. «Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». Вот, это показанная икона Иоанна Крестителя, или вот, скажем, вот такое изображение Иоанна Крестителя, как он проповедовал покаяние. Скажите мне, пожалуйста, в чем была суть его служения? Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Как вы считаете? Он готовит народ к приходу вот этой вот религии, чтобы люди были готовы и принимали Иисуса. У них разве не было религии до этого? Ну, была религия, но не христианство, У них была какая религия? язычество. Нет. Ну, я имею в виду. Ветхий Завет. Да, У них было то, что мы сейчас знаем под названием иудаизм. да, иудеи. Итак, вот это, обратите внимание, Евангелие от Луки 3 глава, с 1 по 18 стихи. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему, всякий дом да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». Интересно, что люди должны были приготовиться к приходу Спасителя. Тут есть и иллюстрация почитания, иллюстрация какой-то подготовки, что нельзя прийти абы как на место поклонения. Нужно как-то приготовиться. Как вы интерпретируете «гора и холм да понизится», «дол да наполнится»? Гора да понизится, дол да наполнится, кривизны выпрямятся. Если угодно, это маленький экскурс в стилистику русского языка. Стилистические средства. Была ровная, было ему приятно здесь находиться. Город станут Ниже, чтобы люди. О каких горах идет речь? Тоже вот хороший может быть пример. Это может быть войти в содержание вашего урока. Горы да понизится, дол, то есть долина, глубокое место да наполнится. Не будет неравенства. Не будет неравенства, а будет какое-то единообразие. Кривизны да выпрямятся. То есть он готовил сердца людей. Он говорил не о рельефе, он говорил о сердцах людей. Люди готовились к приходу Спасителя. И он отвечал: «Я крещу вас водой», причем все крещение покаяния. Кстати, дальше написано вот его учение: «У кого две одежды, то дай неимущему, у кого пища, делай то же». Равенство, если угодно братство, забота друг о друге, любовь. И Иоанн отвечал всем, кто спрашивал: не Христос ли ты? Христос – это греческое слово, означающее помазанник. Еврейское слово будет Мессия, Машиах. Говорит: я крещу вас водой, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет вас крестить Духом Святым и огнем. Это говорилось о Иисусе Христе и о грядущих событиях. Итак, следующее событие – крещение Господа Иисуса Христа. Сам Иисус крестился. Сказано, что он прожил безгрешную жизнь. Но его крещение было крещение не покаяния, а крещение его служения, крещение смирения. Сказано, что
Когда он пришел, то Иоанн его удерживал и говорил: «Мне надо креститься тебя, и ты ли приходишь ко мне?» — говорит Иоанн. Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает. И вот здесь происходит то, что называется богоявление. Когда Иисус, крестившись, вышел из воды, вот отверзлись небеса, и Иоанн увидел Духа Божьего, который сходил как голубь и не спускался на него. И вот глас с небес, говорящий: «Вот Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это событие называется богоявление, потому что здесь была явно Святая Троица. Бог Отец проговорил с неба, Иисус, Бога-человек, был на земле, и Дух Святой в виде голубя спускался на него. Богоявление, Святая Троица. Дальше, после крещения Иисус идет в пустыню, где был искушаем от дьявола в течение 40 дней. Ничего не ел в эти дни, а по их прошествии он захотел есть, взалкал. И вот явился ему дьявол и сказал: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус ему сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». Думаю, знакомое вам выражение, да? «Не хлебом единым жить человек». Потом дьявол возвел его на высокую гору, показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она отдана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус ответил в ответ: «Отойди от меня, сатана, написано: Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, вот написано: ангелом своим заповедует о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногой твоей». Иисус ему сказал: «Не искушай Господа Бога твоего». И тогда дьявол от него отошел. Вот эти 3 искушения тоже могут стать предметом вашего урока, если вы будете говорить, то есть вы будете брать курс основ православной культуры. 3 искушения. Искушение плоти. Например, он говорит: ты хочешь есть, ты 40 дней не ел, ты постился, молился. Ты же Сын Божий, пусть камень станет хлебом. На что Иисус ему отвечает: не хлебом единым жив человек, но всяким словом Божьим. Как это можно понять? Кто может предложить интерпретацию? Ну, что человек все может сделать своими руками, то есть посадить что-нибудь. Только в пищу. Дело не только в пище, наверное, ближе к тексту. Пища важна, но дело не только в пище. Мы не зависим от физического. Это важно, но мы не зависим. Мы люди. Второй. Путь легкий, который предложил Спаситель который предложил дьявол Бога человеку. Не надо никаких страданий, не надо никаких лишений. Поклонишься мне, станешь царем всей вселенной. Потому что у меня эта власть. Иисус не выбрал этот путь. И последнее. Поставил его на храм. Храм был высокий. И если бы он правда спрыгнул, то пророчество бы исполнилось, что ангелы подняли его. Представляете, такое явление Иисуса Христа. Столица, храм, люди там в этом храме. И вдруг падает человек. И ангел его подхватывает и плавно его помещает. Какая слава! Сразу можно тысячам говорить, да? Иисус не пошел таким путем. Если вы читать Евангелие, вы увидите, что он часто говорил тем, кому исцелял: не рассказывай никому. Он пытался идти не через, так сказать, не средства массовой информации того времени, да, через народную молву, а от человека к человеку. Итак, это искушение Господа в пустыне. Дальше идем. Следующее событие – это первое чудо в Кане Галилейской. Первое чудо, которое он сотворил. Был брак в Кане Галилейской, матерь Иисуса была там, также был зван Иисус и ученики его на брак.
И вот не доставала вина, то мать Иисуса говорит его, вина нет у них. Вот. И мать говорит служителям, что скажет он вам, то сделайте. Там же было 6 каменных водоносов, то есть 6 больших сосудов из камня, стоявших по обычаю очищения, вмещавших по 2 венеры. Я вот не помню, сколько это в литрах, но много. Иисус говорит, наполните их водой. Наполнили их до верха. Говорит, теперь подчеркните и отнесите распорядителю пира. Что случилось дальше? Вода превратилась в вино. И это не просто типа юпи или звука. Растворили и помешались. Знаете, да, что для вина важен там, процесс ферментации, настоящий. Смотрим, что было дальше. Распорядитель пира говорит, жениха говорит, всякий человек сперва подает хорошее вино, а потом, когда гости уже выпьют, тогда уже более плохое вино. А ты самое хорошее вино, то есть самое настоящее, самое лучшее, сберег доселе. Он не знал, откуда вино, только слуги знали. Вот еще раз идет то, что Бог и человек, Он властен над материей, властен над временем. То есть чудо и вот. Вода превращается не просто в виноградный сок. Тело покрылось, по-моему, Коростами. И дальше происходит что? Человек заживо гниет. То есть он начинает терять частью тела. Потому они были вся часто обмотанные тканями, да, как можно видеть в фильмах о том периоде. Прокаженных все боялись, их не любили. Опять же, иллюстрация, как помню сейчас, 2 фильма. Это вот как раз 4-й «Волк», и еще один фильм, это «Бен-Гур». Кто не слышал об этом фильме? Да. «Бен-Гур» — это фильм с золотого века Голливуда, шикарный фильм. И вот там тоже есть эпизод с прокаженными, который показывает реалии того времени. Итак, исцеление прокаженного. Прокаженных не пускали в город. Либо, когда они ходили, они должны были предупреждать всех находящих вокруг, что там проказа, аккуратненько, не коснитесь меня. И вот, приходит прокаженный, умоляя его, падает на колени, и говорит, если хочешь меня очистить, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись, простер руку, коснулся его и сказал ему, хочу, очистись. И тотчас проказа сошла с него, и он стал чист. Посмотрев на него строго, тотчас отослал, сказал, смотри, никому ничего не говори, но пойди покажи священнику, принеси зачищающую жертву, как повелел Моисей. А он, выйдя, начал провозглашать, я коснулся, я исцелился, вот я чист, посмотрите все, кто меня знал. Что она переключается? То получается потом это помешало служению Иисуса. Он уже не мог войти в город, потому что его окружали толпы, просившие исцеления, которые искали его за исцелением, не слушая суть его учения. Будет еще один такой в Писании эпизод, который я здесь не раскрываю, когда 10 прокаженных тоже он их исцелил, по-моему, в Евангелии от Матфея. И вот, они были исцелены, из них 9 ушли домой, 10 возвратился и поблагодарил. Ну все, как так? Почему 10 были исцелены, а только один был с благодарностью, и он был не иудеем, а был язычником? То есть люди его в основном искали ради материального, но не внутреннего изменения. То есть тут очень много уроков можно на этом примере показать. И прошу прощения, забываем говорить Писание. Так, это можно найти в Евангелии от Марка 1 глава 40 стих, или в Евангелии от Луки 5 глава 12 стих. Дальше идем. Исцеление расслабленного. Расслабленный — это у нас будет парализованный. Тут интересное событие такое, что он был в доме, учил людей, было много народа, и вот друзья принесли этого больного человека, который не мог сам двигаться. Что они сделали? Они разобрали крышу и спустили этого человека на покрывале. Иисус, видя веру, говорит расслабленному, то есть парализованному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Вот, тут книжники, то есть люди, изучавшие Священное Писание того времени, начали и роптать, как он богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Вот, он говорит, могу сказать, а что легче сказать, прощай грехи или встань, возьми постель свою и ходи. Говорит, ну чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, говорит,
тебе говорю, встань, возьми постой твой, уходи. Явно чудо. Человек был расслаблен, парализован, не мог сам двигаться, и вот он встает, берет свои вещи и может сам идти дальше. Следующее событие – призвание апостола Матфея. Вообще, конечно, в Евангелии можно увидеть другие эпизоды, как были другие апостолы призваны, не все. Но тут интересно то, что Левий Матфей был сборщиком налогов, мытарем. Что вы знаете о сборщиках налогов того времени? Жестокие были, еще что? Мытари. Потому что часто можно видеть в Евангелии, как мытари-грешники. Это были люди явно неодобряемые. Кто это такие мытари? То есть чем они отличаются от наших налоговиков? Мытари того времени не имели никакой отчетности. Они, то есть, сколько собирали, сколько отдавали, и как бытуют слухи того времени, воровали. Вообще мытари жили богато. И также в Евангелии от Луки есть пример мытаря Закхея, который сказал: все, что я взял, я нищим тебе раздам, когда Иисус к нему пришел. Кого обидел, тем заплачу втрое. И вот Левий Матфей был таким же мытарем, был презираемым человеком. Таких людей не приглашали в гости, ну, кроме как другие мытари. Их сторонились, потому что считали, что они воры. Так вот, сказано, что когда он подошел к нему и сказал: следуй за мной. Это было необычно в двух моментах. Первое, что сам учитель закона подходит к вору, который обирает свой народ и служит римлянам, захватчикам. Он же не себе собирает налоги, да? Не Ироду. Он собирал налоги для римлян, для захватчиков. К нему подходит учитель закона, а с ним никто не общался. Плюс он говорит, что следуй за мной, ты будешь моим учеником. И вот Матфей оставляет все и последует за ним. И он сделал у него большое угощение. И там было множество других мытарей, которые были с ним. Книжники же и фарисеи, то есть люди, изучавшие закон, чтившие закон, роптали, говорили: зачем вы идите и пьете с мытарями? Потому что в то время есть и пить с мытарями означало сообщаться с ними, означало принимать их к себе. Иисус отвечает, еще одна цитата, которую, наверное, вы слышали: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Вот суть учения Христа. Как вы это интерпретируете? Я пришел призвать: нездоровые имеют нужду во враче, а больные. Означает ли, что книжники и фарисеи не нуждались во Христе, не нуждались в покаянии? Нуждались. Ну просто никто им не мог помочь, наверное, в этом. То есть, заметьте, это были люди, которые ревностно исполняли закон. Они следовали религии во всех мелочах. Почему им никто не мог помочь? В чем была их проблема? Почему Иисус называет их гробами окрашенными, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри преисполненные чистоты? Что? Нет, как раз мытари воровали. Книжники и фарисеи не воровали. Ну, злоба у них внутри сидела, вот это вот как. Ну, злоба, наверное, не больше, чем у других людей, потому что это были искренние, религиозные люди. Но что-то в них было не так. Почему вообще? Злить душу какую-то. Потому что они не понимали суть вот этой религии своей. И неправильно ее трактовали. Вы в точку попали. Они не понимали суть религии. Если запишите, пожалуйста, ссылочку Евангелия от Матфея с 5 по 7 главу. Ой, я прошу прощения, я не должен уходить из фокуса. Евангелие от Матфея с 5 по 7 главы. Там Нагорная проповедь. Жемчужина Библии, которую можно читать и наслаждаться, как слогом, так и содержанием. Так вот, там есть такие, то есть, мы, в принципе, как А до Я, никаких проблем нет. Но учение Христа было не только об исполнении закона, выполнении всех требований, а требований там было очень много. Вы уже иудаизм проходили, нет? Дальше мы коснемся иудаизма.
То есть там вот закон, например, там есть такое понятие, как субботний путь. В субботу нельзя ничего делать, потому что это седьмой день, в который Бог отдыхал от трудов, и все праведные иудеи должны были отдыхать. Так вот, есть понятие субботнего пути. Сколько шагов можно пройти, а сколько нельзя, это уже будет работа. То есть там все до мелочей было расписано. Проблема в том, что ударившись в такие мелочи, люди забыли о главном. И поэтому как раз и Нагорная проповедь есть раскрытие принципов Ветхого Завета и обращение внимания на сердце человека, на его внутренний мир. Итак, вот это как раз цитата этого места. Это не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Евангелие от Луки 5 глава с 27 по 39 стихи. Следующее событие – это учение о субботе и исцеление Сухорукова. Сухорукова – это то есть какая-то разновидность травмы, либо это был, не знаю, не перелом, наверное, возможно, какой-то вывих, подвывих, когда кость не вправили, вот она начала атрофироваться. Что-то случилось с человеком. Человек не мог работать, стал инвалидом. И то есть зависел от милости других людей. Это описано в 3 Евангелиях. Я цитирую Евангелие от Марка с 3 глава с 1 по 12 стихи. И опять пришли в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы обвинить его. Наблюдали кто? Книжники, фарисеи, ревнители исполнения закона, буквального исполнения. А Иисус посмотрел на них и сказал: должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Но они молчали. И, посмотрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, сказал тому человеку: протяни руку свою. Тот протянул, и рука стала здорова. Фарисеи, выйдя немедленно, составили заговор против него, как бы его погубить. Иисус учил: суббота – это хорошо, но не суббота, не человек для субботы, что мы живем, чтобы исполнять закон, а сам закон для того, чтобы совершенствовать человека. Религиозные правила нужны, чтобы совершенствовать человека, а не человек, чтобы жить ради религиозных правил. Вот, так сказать, урок этого отрывка. Избрание апостолов. Также описано в 3 Евангелиях. Я цитирую Евангелие от Марка 3 главу, 13 стих. Вот он поставил 12 апостолов, чтобы послать их на проповедь, чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. И тут перечисляются все 12 апостолов. Что здесь интересно? То, что ученики, которые ходили с ним 3 года, в 3 ученику, мытарем, Андрей, Петр, Яков, Иоанн были рыбаками, и дальше у них все были какие-то профессии. Они меняли свой статус социальный. Они становились учителями, раввинами того времени. Но вот он дает им новое. Они получают власть исцелять болезни. То есть какая-то благодать на них. То есть они начинают постепенно понимать, что Иисус не просто раввин, который их сделает раввинами. Он несет что-то новое. И это понимание будет в течение всех 3 лет. Тоже может быть содержание какого-то урока. Что, если показать, как апостолы постепенно приходить понимать, кто такой Христос. Точнее, кто такой Иисус, что Он Христос, то есть помазанник. Человек, отмеченный Божьей благодатью. Когда они пошли во все города, тоже говорить о Царстве Божьем, о благодати, молиться за больных, молиться за бесноватых, чтобы бесы из них ушли. Они увидели, что это все работает. Они пришли к Нему и рассказали с радостью. И бесы повинуются там, и болезни исцеляются. Он говорит: не об этом радуйтесь, а то, что имя ваше написано в книге жизни. И вот, наконец, Нагорная проповедь, которую я обещал, к которому мы с вами подойдем. Называется самым здравым, психологически здравым текстом, наверное, во всем мире. Итак, на что здесь можно обратить внимание? Иисус цитирует закон.
Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, то есть пустой человек, подлежит синедриону, то есть высшему судебному органу. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Вот он урок. Не просто убить человека считается преступлением, обидеть его словесно считается преступлением. Подумать о нем плохо уже считается преступлением. Иисус обращает внимание на внутреннее. Тем самым говоря, что весь закон был дан к совершенству человека. Поэтому нельзя и неправильно будет противопоставлять Ветхие Заветы и Новые Заветы. Это не два разных завета. Они разные по, скажем, по тому, кто в них включается. Но они ведут к одному. Бог Ветхого Завета и Нового Завета – это один и тот же Бог. Или еще один пример. Так, секундочку. Здесь. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Суть учения Христа в том, чтобы любить всех, в том, чтобы прощать, в том, чтобы принимать. Поэтому, если кто-то неправильно, как мы фильм упоминал, где кто-то неправильно понимает Евангелие или неправильно понимает, скажем, вообще библейское учение, можно обращаться к Нагорной проповеди. Вот на суть, вот он, сердце христианского учения. Еще одна известная аллегория – это: что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Кто может продолжить? В собственном глазу, да? Так. Бревно не увидишь, а в чужом не купишь. А дальше? Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Как Иисус продолжил эту фразу? Это тоже это перешло в мировую культуру, вот этот образ. Прежде вынь бревно из своего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Тоже может быть хорошей иллюстрацией на ваших уроках. Или вот еще: нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. Нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. И кто их может продолжить? Всякое дерево познается. Познается по своему плоду. Всякое дерево познается по своему плоду. И еще один великолепный пример – это когда Христос говорит, что всякий, исполняющий слова мои, подобен человеку, который строил дом, который копал, углубился, положил основание на камни. Поэтому, когда случилось наводнение, и вода поднялась, то не могла поколебать его, потому что он был основан на камне. А кто слушает и не исполняет, подобен человеку, который построил дом без основания, на который наперла вода, то сейчас обрушился, и разрушение дома было великое. Вот еще один великолепный образ из Нагорной проповеди. Я думаю, что если ваши родители, так сказать, выберут основу православной культуры, я очень рекомендую как раз остановиться подробнее на Нагорной проповеди. Там очень много уроков. Так, давайте двигаться дальше. Следующее событие – это исцеление слепого и немого бесноватого. Также чудеса, которые он... Здесь чем интересно, что завистники Иисуса начали говорить, что он сам имеет силу князя Бесовского, потому что неспроста он исцеляет. Иисус он приводит тоже известный такой пример, который вошел в мировую культуру, что всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся в себе, падет. Если бы я был в этой стране, да, я бы не творил добро.
Следующее событие, вот как раз интересное будет в плане понимания судьбы учеников, состоит в том, что Иисус и ученики попали в бурю. Случилось это так. Это описано также в 3 Евангелиях, Евангелие от Матфея, Марка и Луки. Я буду цитировать Евангелие от Луки, 8 главу, 22 стиха. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: переправимся на ту сторону озера. И они отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер. Их заливало волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его, сказали: наставник, погибаем. Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, сделать тишина. Тогда он сказал: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорят друг другу: кто же это, что и ветром повелевает, и в воде, и они повинуются ему? Тут есть два момента. Один я вам подскажу, а другой, надеюсь, вы найдете сами. Первый. Жизнь у него была непростая. Он ходил из города в город. Не было транспорта, ходили пешком. Он очень уставал. И в Евангелии от Луки может быть такой эпизод, когда к нему обращается человек, говорит: я хочу ходить с тобой. Он говорит: и лисица имеет норы, а сыну человеческому негде преклонить голову. Он очень уставал. Так уставал, что плыл в лодке, это был, наверное, какой-нибудь там барк, ну, какой-нибудь баркас небольшой. Это явно был не пароход с каютой. Он так устал, что спал, когда была буря и брызги, и ветер свистел, и брызги там, наверное, сыпались, да, его пришлось будить. Он очень сильно устал. И второй. Как вы интерпретируете слова учеников, когда они в страхе, в удивлении говорят друг другу: кто же это, что и ветром повелевает, и в воде, и повинуется ему? Как вы это интерпретируете? Он никак не побоялся, да, что где, ну, им сказал, где вера ваша, в конце концов, да, что вы должны верить, что это все как это сейчас. Он не побоялся ветра или не побоялся ученикам правду сказать? Ученикам правду сказать. То есть прямой был человек, да? И ветра тоже, ну как. Вообще ничего не побоялся? Да. Хорошо, что вы еще здесь видите? Ученики, которые ходили с ним уже больше года, которые уже отправились и ходили уже по городам и сами молились за больных, и те исцелялись. Молились за бесноватых, и те освобождались от бесов. Они были его учениками не первый день, не первую неделю. И вот они говорят, что? Ну кто же это? Что? Кто же это? То есть до конца не понимают, что их с ними. понимание, кто такой Христос, было не сразу. И это может быть хорошее воодушевление тем, кто, допустим, если кто-то, допустим, будет сам изучать, подойдет к вам и скажет: ну как так, я вот уже, не знаю, там, целых 2 месяца или там, год верую, да, и у меня там что-то не получается, да, не получается там избавиться от раздражения, не получается, например, прощать там всем, что-то не получается. У апостолов тоже не получалось. Они с ним были, у них не получалось. Они долго понимали, кто это. Они столько видели, они сами что делали, у них не получалось. Вот такой вот интересный эпизод. Причем такое будет происходить еще не раз. Они еще не раз эту фразу скажут. Кто же это? Потому что, ну, раввин, который может учить, мудрое учение, мы сами научимся, все услышим и научимся. О, он может исцелять, он нам дал власть исцелять. Это замечательно. И вот они видят, что диапазон его возможностей расширяется. Следующий эпизод. Это так называемая история в истории. Тоже в 3 Евангелиях, Матфея, Марка и Луки. Я буду цитировать Евангелие от Луки. И вот, приходит к нему начальник синагоги. Синагога – это было место, где иудеи читали закон. Храм у них был в Иерусалиме, они туда ходили несколько раз в год для поклонения, для принесения там, в жертву либо животных, вообще это как бы либо мирных жертв, там зерно приносили, масло. А вообще по своим поселениям они собирались в синагогах, местах, где читали закон. Так вот, начальник синагоги – это такая как бы весомая фигура. И вот он, несмотря на то, что фарисеи и книжники не принимали его, он обращается к нему, может в отчаянии, может просто поверил. У него дочь заболела. Он говорит: приди и исцели мою дочь. Иисус пошел.
Пока он шел, к нему сзади прикоснулась женщина. Сказано о ней, что она страдала кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все, что имение, не могла ни одним быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее прекратилось. Иисус сказал: кто прикоснулся ко мне? Ученики удивились. Тут есть несколько моментов. Во-первых, он шел в толпе. Им вообще на все реагирует этот компьютер, на любое движение. Итак, он шел в толпе. Он шел к этому начальнику синагоги. Он уже не мог спокойно по любому городу ходить. Люди хотели видеть его, хотели прикоснуться к нему. И вот, но прикосновения бывают разными. Кто-то в толпе просто толкался и толкнул его. Эта женщина прикоснулась к нему с верой. Второе. Нужно знать, что кровотечение считалось болезнью, если не заразной, то болезнью нечистой. Таких людей тоже в обществе израильском не приветствовали. Считалось, что они нечистые, что такие должны сидеть дома, не выходить. И для нее выйти на улицу означало шаг храбрости. Для нее прикоснуться – шаг веры. И когда спрашивают, кто прикоснулся ко мне, еще один шаг храбрости, когда она открыто говорит: у меня было кровотечение. Я не знаю, какой будет современный медицинский термин, почему у него безостановочно шла кровь. Она не стекала кровью из 12 лет, но вот какое-то постоянное кровотечение у нее было, не заживала у нее рана. Вот. Это считалось нечистым. И она говорит открыто, потому что вера делает чудеса, и она исцелилась, она почувствовала, что в ней это прекратилось, она исцелена. И Иисус почувствовал, что это к нему женщина прикоснулась иначе, не как другие, которые просто толкали его в толпе. И, наконец, приходит он в дом Яира, лежит его дочь, 12-летняя, и там уже все, она уже умерла, ее начали оплакивать. Она говорит, не умерла, но спит. Над ним начали смеяться. Он тогда всех отправил из горницы, оставил только родителей и 3 учеников: Иоанна, Иакова и Петра. И он повелел ей, говорит: девица, встань, и она, дух возвратился в нее, и она встала. Вот такая история в истории. Пошел исцелять девушку, исцелил женщину и потом воскресил девушку. Дальше. Насыщение 5 хлебами 5000 человек. Вот тут интересно. Тут тоже описывается это в 3 Евангелиях, в Матфея, Луки и Иоанна. Я буду цитировать Евангелие от Иоанна. В общем, пришло много людей к нему. И они не хотели уходить. Магазинов раньше не было. Купали производителей. И они были в пустынном месте. Ученики говорят ему: отпусти народ, пусть они сходят поедят. Он отвечает: дайте вы им есть. Филипп отвечает: если взять на 200 динариев это примерно 1 динарий это равняется дневному заработку. Сколько сейчас дневной заработок у человека? 1000, 2000? Ну, 550 рублей, Ну, грубо. это совсем маленький дневной заработок. Хорошо, даже возьмем 500 рублей по минимуму. То есть, говорит, 100 тысяч не хватит, чтобы их всех накормить. Там было 5000 человек. Вот эти 200, так сказать, денег за 200 заработанных дней. И Андрей, апостол Андрей, говорит: у одного мальчика есть 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Он, видимо, решил пошутить. Либо мальчик тот принес это Иисусу, как подношение его ученикам, но они не взяли. Значит, сказали: вот нам мальчик принес. Он говорит: у мальчика есть. Опять же не хватит. Иисус творит чудо. Он берет эти 5 хлебов, которые мальчик принес, и случается чудо, этих хлебов становится много. Так много, что все 5000 мужчин наелись, плюс там еще были женщины и дети. Сколько там человек было, не знаю. Может, человек 10 тысяч, считая женщин и детей. Кроме того, сказано, осталось 12 коробов еды. Это не просто случилось чудо, что они съели вот такую маленькую крошечку, да? И все сыты и довольные. Нет, каким-то образом происходит, то есть, опять же, показывается власть Иисуса над
материальным миром, хлебов становится много, рыбы становится много. Всем хватило, все наелись. И хороший такой вот здесь урок можно видеть в Евангелии от Иоанна, в том, что когда мальчик приносит маленько, 5 хлебов и 2 рыбки, то это маленько при Божьем благословении умножается так, что хватает 5000. Причем интересный вывод. И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: о, это истинно тот пророк, которым должен прийти в мир. Людям нужно видеть что-то материальное, чтобы поверить. Потому чудеса, потому исцеление. Еще один пример. Хождение Иисуса по водам. Тоже известный образ. И интересная иллюстрация образа апостолов. Он повелел апостолам переправиться в лодке на другой берег и сам остался помолиться. Ночью пошел по воде. Причем вода была неспокойная. И когда они увидели, что он идет, они подумали, что это призрак движется. Он сказал: не бойтесь, это я. Вошел к ним в лодку, и ветер утих. И сказано: они чрезвычайно изумлялись, все дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами. Можно видеть, что апостолы приходили к пониманию природы Христа постепенно. Не поняли, как случилось то, что ветер утих, не поняли, что хлеба умножились, не поняли, что как он может ходить. Еще один момент. Петр говорит: Господи, если это ты, видите, вот тонущий Петр, повели мне прийти. Иисус говорит: иди. Петр делает шаг веры, идет по воде. Потом начинает смотреть, сказано, на ветер и волны, то есть где же я иду, и начинает тонуть. Еще один урок. Как только апостол отвел глаза от Христа, начинает тонуть. Возвращается, кстати, под действие законов реального мира. Так, следующий урок, следующий эпизод, это как раз про тех самых фарисеев, о которых мы с вами говорили. Потому что фарисеи, как раз это была группа людей, которые требовали досконального исследования закона, досконального следования закона. Они учили тому, что если ты все буквы закона исполняешь, то ты правильный человек, ты исполняешь волю Божью. Иисус учил другому, что нужно следовать не сколько буквам, сколько духу закона. Если закон говорит: не убий, то даже в мыслях не убий, словами не убий. Если говорит: не пожелай другого, то не только действием, что ты взял у кого-то другого, а даже не думать об этом не моги. И вот как раз Иисус обличает их, обличает в том, что называет их гробами окрашенными, которые кажутся красивыми, ну как же, учителя закона, уважаемые люди. Но на самом деле он видит, что они не заботятся о своем сердце. Конечно, не все. Были фарисеи, которые начинали веровать учению Христа. И один из них, даже двое из них, они называются в Евангелии, один из них Никодим, упоминается в Евангелии от Иоанна, другой это, вылетело из головы его имя. Ладненько, не важно, не суть. Фарисеи и саддукеи к нему приступили, требуя знамения с неба. Он говорит: если ты учитель, ну то пусть что-нибудь случится, да, он Илья, например, сделал так, что огонь с неба сошел. А потом Елисей, что делал, там, например, там, своим плащом бил по реке, расходились воды. Моисей тоже так посохом бил по воде, и воды Иордана разошлись, и воды Красного моря разошлись. Он им говорит: лицемеры, умеете лице неба, различать лице неба вы умеете, а знамения времен не можете увидеть. Назвал их родом лукавых и прелюбодейных. Ну, можно сказать, что как раз он говорит, что это закваска. Что такое закваска? Кто мне скажет? Все женщины в хлебопекарном деле должны разбираться. Дрожжи. Что такое дрожжи? Что делает? Процесс брожения. Еще что они делают? Они поднимают. Не просто, чем отличается как бы
квасное тесто от бесквасного, с дрожжами и бездрожжевое тесто. Чем отличается? Вы лучше меня должны знать. Дрожжевое оно становится больше, а бездрожжевое оно так остается. Совершенно верно. И самое главное, что эта закваска самая, она меняет суть, структуру всего теста, так? Меняет структуру всего теста. Так вот, он говорит, что вот это вот стремление к законничеству, он называет ее закваской фарисейской. Говорит, берегитесь закваски фарисейской, то есть учение фарисейского и саддукейского. Учение о том, что достаточно просто следовать нормам, исполнять все правила. Говорит, вера это не о правилах, вера это об изменении сердца, изменении внутреннего мира человека. Как думаете, на современные реалии это можно перенести? Наверное, можно, да? Возьмите любой религиозный обряд. Любой. Если люди исполняют ради исполнения, то есть следуют обряду ради его исполнения, чтобы он был сделан, то это как раз закваска фарисейская. То есть оно может помочь, но не это главное. Потому что любой религиозный обряд – это не цель, это средство. А цель какая? По крайней мере, согласно христианскому учению, цель – это вера, а вера – она в сердце. То есть в других религиях там будет своя вариация, да, но вот такой вот образ, как закваска фарисейская, вот он здесь есть. Это Евангелие от Матфея, 16 глава, с 1 стиха. У нас есть пауза. Видимо, да? 16 глава, да? 16 глава, с 1 стиха, Евангелие от Матфея. Итак, следующее событие, о котором хочу поговорить, это преображение Господне. Преображение Господне. Есть такой праздник преображения. Кто мне может сказать, в чем он заключается, может, вы знаете. Все-таки как-то к культуре какое-то отношение имеете. Итак, тогда прочитаем. «Взяв с собой Иисус Петра, Иакова и Иоанна, возвел их на высокую гору и преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце, и одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились ему Моисей и Илья с ним беседующие. При этом Петр сказал: Господи, хорошо нам быть здесь, давай сделаем 3 кущи, то есть 3 шалаша. Тебе одну, Моисею и одну Илье. Когда же говорил, вот облако светлое осенило, то есть накрыло их, и глаз из облака проговорил: вот Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Вот такое событие преображения, когда ученики увидели славу Божию, и что сам Бога, человек Христос, изменился видом, и пророки древние явились беседовать с ним. Дальше. Вы когда-нибудь слышали, что дети говорят о том, что ну вот мы еще маленькие, ничего не значим, хотим быть взрослыми поскорее? Кто слышал? Было такое? Вот вам великолепная иллюстрация того, когда можно сказать, что роль детства является неоценимой. Что дети могут быть примером для взрослых, о чем и говорит им Христос. Итак, в то время ученики приступили к Христу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Они-то думали, вот у нас 12, да, но вот он Иакова, Петра и Иоанна взял с собой на гору, надо, они старшие, они больше всех. Иисус им ответил: если вы не обратитесь, то есть если не изменитесь и не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, то есть сделается маленьким, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. А кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Скажите, пожалуйста, что есть у детей, чего нет у взрослых? Греха нет. Есть у них грех. Это не чистый лист, к сожалению. Непосредственность. Вот раскройте, что значит непосредственность? Кто не умолится? Что? Но дети не думают, как взрослые. Очевидно, не думают. Так это хорошо, дети нам говорят, что вот там мы еще ничего не понимаем. Нет, ребенку можно внушить все, что
То есть взрослые должны быть легко внушаемы, чтобы войти в Царство Небесное? Нет, вот именно чтобы как дети, они У них мышление, наверное, разное. вера во все Разное мышление. Но вот если мы взрослые, как мы можем уподобиться детям? Измениться и уподобиться детям? верить во все лучше. Верить во все лучше. Дети верят во все лучше. Они оптимисты чаще всего, да? Радоваться жизни. Наверное, Радоваться жизни. Взрослые забывают радоваться жизни. потому что мы уже загружены. Великолепный урок для детей, да? Что дети могут ценить свое время, могут быть примером для взрослых. Но еще я слышал одну мысль, и почему-то она не развивается. Дети умеют доверять, они умеют верить. Взрослые, они же научены жизнью, они шибко умные, они очень много сомневаются. Дети умеют доверять. Видно, что маленькие дети, если ему сказали, что как бы Бог так желает, все, Бог так сделал, что сомневаться, это же факт, не требующий доказательств. Это у них, они как аксиому воспринимают такие вещи. То есть взрослые в чем-то должны учиться у детей. Еще в другом Евангелии, Евангелие от Марка, 9 глава, 33 стих, он говорит: вот он призвал 12, сказал: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугой. И взяв дитя, поставил его посреди них, и обняв его, сказал: кто принимает одно из таких во имя мое, тот принимает меня. А кто принимает меня, тот принимает пославшего меня, то есть Бога, Отца. Таким образом, дети — это очень важно, дети — это очень хорошо. Важно, чтобы дети сами об этом тоже знали. Следующий интересный эпизод. Господь Иисус Христос в доме Марфы и Марии. Марфа и Мария — это были две сестры. Это были сестры Лазаря, о котором тоже пойдет речь. Так вот, они пригласили его в дом. Они сделали для него большое угощение. И вот Марфа суетится, накрывает. Мария села вместе с другими и слушает его. И Марфе стало обидно, что же вот так вот, она одна бегает. Марфа заботится о большом угощении, от Евангелия от Луки, 10 глава, с 38 стиха. Марфа заботится о большом угощении, подойдя, сказала: Господи, или тебе нужды нет, что сестра меня одну оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. И служитель сказал в ответ: Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Такой очень интересный и противоречивый стих, который нужно обсуждать, наверное, не детям маленьким, а старшим школьникам. Какие приоритеты должны быть в жизни человека, да? Разве Марфа плохо делала, что готовила угощение большое? Нет. Это же здорово, это же гостеприимство. Тогда почему Иисус не отправляет Марию помогать? Пусть ей сидит, слушает, она благое избрала. Ну, веру избрала, сердцем слушала. А Марфа? А Марфа забыла вот об этом, и в своем, что вот ей надо приготовить, угостить. Каждому свое. Не совсем каждому свое. То есть это нельзя сказать, что так, одни служат учение Христа, а другие работают. Что такое? Хлебом единым человек. Да, то есть вот Мария поняла этот стих, что не хлебом един жив человек, то есть Марфа пусть там заботится, а мы просто послушаем, и нам хватит. Ну, одно дело надо делать. Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Великолепнейший урок может быть здесь, на этой иллюстрации построен. А именно, Ей нужнее. именно, Марфа, она позвала Иисуса Христа, но позвав его, она переключилась на другое. Как часто люди забывают главное и переключаются на детали. Возможно, еда уже была готова, она хотела как-то что-то особенное там сделать.
И это неплохо. Но плохо то, что когда, если ради каких-то деталей, ради, там, не знаю, чтобы еще одно блюдо приготовить, хотя уже достаточно, человек забывает о главном, о гостях. Итак, давайте мы сейчас сделаем паузу, что-то мне тут звонились, нам не перезвонили.